Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжани с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Более 10 тонн груза гуманитарной помощи доставят в ДНР сотрудники МЧС Абхазии. После реконструкции на перевале Пыв торжественно открыли памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ. В Москве прошла встреча президента Абхазии Аслана Бжани с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Медведев поздравил Аслана Бжани и абхазский народ с 15-летием признания Республики Абхазия Российской Федерации и пожелал мира, благополучия и успехов. Аслан Бжани выразил благодарность руководству России лично Дмитрию Анатольевичу за принятие судьбоносного решения. Президент Абхазии также выразил надежду на то, что стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены и дружба двух стран станет еще крепче. Мир. Мы находимся в преддверии важной даты, 15-летия с момента признания России независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечила защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач. С тех пор наши отношения развиваются успешно, у нас союзнические отношения, очень добрые, и, естественно, это развитие обязательно продолжится. Я хочу поздравить, пользуясь этой возможностью, жителей ваших республик с обретением независимости, с появлением новых субъектов тогда международного права, и пожелать вам, в вашем лице, жителям ваших республик, благополучия и успехов. Так что поздравляю вас с наступающими важными датами. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности народу Российской Федерации, лично вам. Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Таким образом, в Абхазии был обеспечен прочный мир. Вы очень хорошо знаете, в период с 1993 года по 2008 год в Гальском районе Республики Абхазия от терактов погибло несколько сот наших граждан. Все это прекратилось, границы спокойно. У нас появилась реальная возможность заниматься созидательными трудом. Восстановлено огромное количество школ, детских садов, театров, спортивных сооружений. Все это благодаря миру и поддержке Российской Федерации. За что мы вам признательны, народ Абхазии всегда это помнит, потому что выше ценности, чем мир, нет. К этому, к независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, кровью. И в конечном итоге, благодаря Российской Федерации, справедливость восторжествовала. Поэтому я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения, мы будем всегда опорой, когда это нужно, и для Российской Федерации, для всех народов Российской Федерации, для братской Южной Осетии. И я надеюсь на то, что в ближайшее время, в ближайшей перспективе те вопросы, которые сегодня мы поднимаем и решаем, будут решены, и наши отношения станут еще крепче, и наша дружба будет крепнуть с каждым годом.
Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости Абхазии, в республику прибыла делегация Совета Федерации Федерального собрания России. На абхазо-российской границе делегацию встретили спикер Народного собрания Лаша Ашуба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. В составе делегации зампредседателя Совета Константин Косачев и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Делегация Совета Федерации Федерального собрания России прибыла в Солнечную Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных одному из важнейших праздников современной абхазской истории – Дню международного признания независимости Абхазии. На абхазо-российской границе делегацию встретили спикер Народного собрания Лаша Ашуба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Лаша Ашуба, приветствуя гостей, отметил, что данный визит особенно важен в условиях предстоящего большого праздника. Вы знаковые фигуры для Республики Абхазия, мы помним весь вклад, поэтому добро пожаловать. Спасибо. В деловом большое. режиме пообщаемся в Сухуми. У нас программу посмотрели, программа деловая, насыщенная, что и должно быть. Встречаемся в Абхазии, тем более по такому важному, политически значимому, но не скрою, и очень приятному поводу. Все-таки дата круглая. Большое спасибо. Суверенитет, независимость, признание, 15 лет. Приехали всеми нашими фибрами души, что называется, всем сердцем, подтвердить стабильность наших отношений и их нацеленность в стратегическое будущее. Спасибо. Мы очень рады. Далее встреча делегации со спикером продолжилась в парламенте республики. В ней также приняли участие депутаты Народного собрания и посол Михаил Шургалин. Открывая рабочую встречу, Лаша Ашуба отметил, что отношения России и Абхазии исторически объединяет множество связей, которые неоценимо важны и которые, безусловно, необходимо поддерживать и укреплять. Мы высоко ценим поддержку России по сохранению национальной идентичности абхазского народа. Отдельно хотели бы выразить глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его принципиальную позицию в отношении народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Те политические механизмы, которые были запущены историческим указом президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, отразились на жизни каждого гражданина Республики Абхазия. Всегда будем помнить итоги голосования в Государственной Думе и в Совете Федерации после обращения парламентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия о признании суверенитета и независимости наших государств. Хорошо помним ваш личный вклад, Константин Иосифович, и вклад ваших коллег в вопрос признания независимости наших республик. И спасибо вам, что вы продолжаете эти добрые традиции, которые были заложены вами и вашими предшественниками. Константин Косачев в ответ поблагодарил спикера и депутатов за теплый прием и подчеркнул, что особенно важно принимать участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня признания независимости республики. В России сохраняется абсолютный консенсус и в плане поддержки суверенитета, независимости Республики Абхазия, в плане готовности оказывать всемирное содействие в реализации ваших планов по социально-экономическому развитию республики, по тому, чтобы добиваться международного признания суверенитета и независимости Абхазии. В этом смысле за 15 лет не просто ничего не изменилось, но наоборот, наша уверенность в правильности принятого тогда решения, в правильности того выбора, который для себя сделал еще задолго до этого народ Абхазии, в перспективности стратегического партнерства между двумя нашими странами и народами. Все это за 15 лет только укрепилось. Дальнейшее обсуждение рабочих вопросов делегаций продолжилось без участия СМИ. Рада Чачава, Камила Джопо, Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квицыня направились в Донецк с очередной гуманитарной миссией. Более 10 тонн груза, бутилированной фруктовой воды, а также продуктов питания с длительным сроком хранения будут доставлены в распоряжение интернациональной бригады «Пятнашка». Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства.
В формировании очередной партии гуманитарного груза в Донецк деятельное участие приняли как рядовые граждане республики, так и юридические лица. Свой вклад внесли и представители Министерства обороны Абхазии. Груз состоит из бутилированной и фруктовой воды, а также продуктов питания с длительным сроком хранения. Его общая масса составляет более 10 тонн. По словам министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Льва Квициния, направившегося в ДНР, абхазские спасатели доставят гуманитарный груз в расположение интернациональной бригады «Пятнашка», в составе которой граждане Абхазии воюют за освобождение Донбасса. Гуманитарная акция приурочена к 15-летию признания Российской Федерации независимости Абхазии. Вместе со спасателями в Донецк направились и известные эстрадные исполнители Автоканджария и Анзор Адлиба. Они выступят перед нашими ребятами, поздравят их с юбилеем признания независимости и исполнят любимые и популярные песни. После реконструкции на перевале Пыв торжественно открыли памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны. Участники церемонии возложили цветы и заложили капсулу времени, которую планируют открыть через 20 лет. Гугут Саварданя расскажет подробнее. Перевал Пыв, 2040 метров над уровнем моря. По этим тропам во времена Великой Отечественной войны шли группы войск санчарского направления, куда входили Сухумские, Гудаутские, Гагарские отряды и сводный отряд Псху. В этих местах погибли десятки тысяч советских солдат. 15 тысяч из них до сих пор остаются непогребенными. Их тела все еще остаются лежать в ущельях и на горных склонах. Они не вернулись домой, но память о них жива. Именно здесь, на перевале Пыв, в послевоенное время устанавливались памятные знаки в честь победы над фашизмом. В июле 2023 года в рамках проекта «Кавказский фронт», который проводит культурный фонд «Платформа» под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимира Литвинчука, начались работы по реконструкции памятника. Здесь было 3 таких вот металлических сооружения, которые пришли в полную негодность. И вот тогда вот появилась идея реконструировать его, то есть полностью поменять. И буквально несколько месяцев назад у нас уже была такая идея, чтобы поставить здесь красивый камень, вот где-то здесь на Ватхаре поднять и к нему прикрепить табличку. Но встретившись с Олегом Нуевичем Аршба в Сухуме, вот он спросил, чем сейчас занимаешься? Говорит, хотим памятник, камень поставить. Говорит, зачем камень? Говорит, у нас, говорит, есть, говорит, готовый памятник. Вот есть такой замечательный человек, почетный консул Владимир Ильич Литвинчук. Вот, они хотят где-то в Абхазии поставить памятник. Я говорю, ну Пыв это не такое близкое место. И после этого, он говорит, ничего, нормально, все решим. И после этого... Авторы мемориала учли все условия горной местности, чтобы памятник не испортился из-за погодных условий. Ведь в этих местах зимой снег почти в 5 метров. Памятник углубили на 80 сантиметров в землю, а его высота 90 сантиметров. Все организационные вопросы у нас заняли примерно около месяца. Согласование с министрами, с дипломатами, консулами. Вот. Работа примерно началась у нас 3 недели назад. Сама реконструкция была неделя. У нас люди приехали сюда. Именно добровольцы, бесплатно, без ничего, согласились, давайте мы сделаем. И вот они здесь работали. И последние буквально 2 дня вот они по доделке уже сделали здесь. Памятник выполнен из камня габро, который устойчив к разным температурным условиям. Найти материал было непросто, но все же удалось, рассказывает художник Зейнал Багиров, для которого участие в этом проекте особенно важно. Ведь где-то здесь покоится его дедушка, участник битвы за Кавказ. Больше всего мне, конечно, сердце болело, почему бы мне этим не заниматься. Естественно, я с удовольствием согласился, когда мне предложили, я с удовольствием, потому что для меня это честь. Потому что как-никак это мой дед здесь пропал без вести. Вот в этой войне вот, я должен тоже участвовать в этом. Поддержку проекту оказали Министерство обороны Абхазии, Минкульт, МИД, представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Гудаутского района, КСОРС. Большая помощь и
оказана от правительства Республики Абхазия и председатель правительства. Президент одобрил, Черноморэнерго, Рицинский парк. Кому не обращали, все помогали. Без всякой проблемы. Огромную роль и значение сыграло Россотрудничество посольства Российской Федерации в Республике Абхазия. Им тоже огромная благодарность. Битва за Кавказ была одной из самых тяжелых и кровопролитных. Она длилась 442 дня с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года. В этом году исполняется 80 лет со дня победы в этом сражении. Медалью за оборону Кавказа было награждено более 800 тысяч человек, среди них военные и труженики тыла. Все, кто мог поднять оружие в Абхазии, все здесь на защиту Кавказа были. Когда они здесь не пропустили войска, пехота, самолет, немецкий самолет вылетел отсюда, и в Ачамчирском районе в селе Тхина 2 бомбы сбросил. Один, не взорвавшись в землю, ушло, а другое, значит, во двор у одного жителя Шинкуба упало. Все двери, окна, дом, все. А девочка, которая лежала в люльке, люлька вдребезги разбилась, а девочка стала живая. Она и до сих пор, кстати, живая, замужем в селе Губ в Ачамчирском районе. На открытии памятника была заложена капсула времени с посланием на русском и абхазском языках. Ее планируют открыть через 20 лет, в 2043 году, к столетию победы в битве за Кавказ. Авторы проекта планируют реконструировать памятники и в других местах. Один из них в Гулрыбшском районе. Вчера буквально обратился к нам, так по случайно получил Саид Харазия, новая глава Гулрыбшского района, в парке Гулрыбши. Там был поставлен памятник летчику, его упавшему. Попросил к нас, говорит, ребята, можете подъехать, говорит, совместно, говорит, сделать реконструкцию. Я говорю, давайте подъедем, поговорим по этому, а там уже будем смотреть, как получится. Еще есть памятник, уже давно об этом думали, годика 3 назад, в Кындыке. В полнорост памятник есть с барельефом. У него прострелена голова и сердце. Просто сердце кровообливается, когда мы такое видим. Его надо тоже реконструкцию сделать. Но с Божьей помощью, там, если администрация, там, кабинет министра поможет, тоже сделаем. Приказом министра обороны Владимира Ануа все, кто оказал поддержку в открытии памятника на перевале Пыв, были награждены ведомственными медалями. Гугу Савардания, Заур Квартия, Абхазское телевидение. 23 августа кассационной коллегии Верховного суда по результатам рассмотрения кассационного представления Генпрокуратуры отказано в отстранении от занимаемой должности директора жилищно-эксплуатационного управления Госкомитета по репатриации Заура Ахба, который обвиняется в 3 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Данное решение прокомментировали в Генпрокуратуре. 23 августа 2023 года кассационная коллегия Верховного суда под председательством судьи Гамисони, судей Ачинджел и Тарба было рассмотрено кассационное представление Генеральной прокуратуры на постановление Сухумского городского суда об отстранении от занимаемой должности директора Республиканского унитарного предприятия Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Ахба Заура Владимировича, обвиняемого в совершении 3 эпизодов мошенничества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, 23 июня 2023 года Сухумским городским судом было рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об отстранении от должности директора данного унитарного предприятия и его заместителя Пшанава Давида от занимаемых должностей. Данным постановлением судом было отказано. Эти решения были оба обжалованы в вышестоящий суд Верховного суда, по результатам которого принято решение об оставлении решения суда первой инстанции в силе. Таким образом, согласно решению суда, обвиняемые Ахба и Пшанава в настоящее время остаются при исполнении своих служебных обязанностей. Временное отстранение от должности является мерой процессуального принуждения, которая применяется в отношении обвиняемых в целях нейтрализации их противодействия предварительному расследованию и предупреждению совершения новых преступлений.
Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя села Звандреб Шугдаутского района. Подробности в оперативной сводке МВД. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя села Звандреб Шугдаутского района Хинтба Оскара Вахтанговича, 1992 года рождения. Готовый к употреблению раствор сильнодействующего наркотика мефедрон мужчина хранил при себе в медицинском шприце. Оперативные мероприятия по задержанию Оскара Хинтба и изъятию запрещенного вещества провели сотрудники уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагрскому району. В отношении гражданина Хинтба по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел Гагрского РОВД. Министерством просвещения выдано 18 тысяч учебников школам республики. Это книги, которые изданы в Абхазии. Анбан, рабочие тетради, абхазские русские языки, абхазская русская литература и другие. Как пояснили в Министерстве просвещения, перечень книг для школ был подготовлен на основе заявок районных управлений образования. Наибольшее количество учебников выдано столичным школам. Количество превышает 6500. По словам начальника отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Аслана Кутелия, количество учащихся в столичных школах составляет порядка 8 тысяч человек, что в разы превышает показатели в районных школах. Министерство просвещения Республики Абхазия ежегодно перед началом учебного года выдает учебники абхазского издания, то есть это с 1 класса по 11 класс, здесь и абхазский язык, абхазская литература, русская литература 5 классы и многие другие, то есть предметы. То есть сегодня все представители отделов образования, районных отделов образования республики приехали, то есть забирают книги. В течение летних каникул они формировали свои заявки, то есть какие необходимые учебники были, то есть исходя из этих заявок были составлены этот перечень выдаваемых сегодня учебников, то есть сегодня будет выдано более 18 тысяч книг. Это можно сказать, что первая партия у нас, а потом у нас уже еще есть, которые еще в типографии, которые должны доехать, так скажем. Также будут оперативно переданы учебным заведениям. То есть Министерство просвещения будет эту работу продолжать в период учебного года тоже. Артистам ансамбля «Кавказ» Милане Джопуа и Умару Тарба присвоено звание «Заслуженный артист Республики Южная Осетия». Указ подписал президент РИО Алан Гаглоев. Глава республики также объявил благодарность коллективу ансамбля. К 15-летию со дня признания России независимости Южной Осетии в Цхинвале прошел совместный концерт ансамблей «Симды Кавказ». Для совместного концерта в Южной Осетии «Кавказ» подготовил большую программу, которую открыл ритмичным танцем «Абхазия праздничная». Григор Оганян одержал победу над соперником из Германии в поединке в рамках профессионального турнира по К1 в Таиланде. В свои 16 лет Григор встретился с 27-летним соперником из Германии и одержал уверенную победу тяжелым нокаутом. Бой, который должен был состоять из 5 раундов, не продлился и 2 полных раунда, сказал тренер спортсмена, вице-президент Федерации кикбоксинга Абхазии Нико Сааков. Григор Оганян привез в Абхазию пояс чемпиона международного профессионального номерного турнира по К1 в весовой категории 71 килограмм. Абхазию ждут 4 выходных подряд. В связи с тем, что 26 августа, День признания независимости, выпал на субботу, распоряжением Кабмина выходной перенесен на вторник, а понедельник, 28 августа, в стране отмечают Нанхэ. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 26, 27, 28 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во вторник, 29 августа, местами дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 28-33. Температура моря плюс 29. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.